Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Военное ведомство России в рамках проекта «Архивы помнят все» опубликовало новые исторические свидетельства преступлений украинских националистов при освобождении Украинской ССР в первые послевоенные годы. Некоторые материалы описывают ход операций, проводимых частями Красной Армии и органами внутренних дел по выявлению и ликвидации украинских националистических банд. Кто же такие бандеровцы? Почему Бандера сегодня национальный герой Украины? Гость студии Айтал Яковлев, историк, общественный деятель. Айтал, здравствуйте. Добрый день. Расскажите о личности Бандеры, почему идеология бандеровцев равнозначна фашизму? Когда мы говорим про историю Великой Отечественной войны, мы помним о том, что к 1944 году Красная Армия дошла до границ Советского Союза, и армия пошла дальше. Наши деды, воины-освободители, пошли бороться, добивать фашистскую гадину в его логове. И тут начинается интересный момент. Почему? Потому что на территории Украины в этот момент переходный, когда фашистские войска уходят из территории Украины, и пока еще советские войска не утвердились, не начали организацию мирной жизни, в этот момент появляются, вновь вспыхивают националистические организации, которые появились в 20-е и 30-е годы 20 века. И их было много лидеров, но одним из самых таких, ярких, скажем так, это Степан Бандера. После того, как фашистская Германия оккупировала территорию Украины, он был схвачен, отправлен в концлагерь Заксенхаус. Там он был, если я скажу, завербован, наверное, это будет тоже правильно. Почему? Потому что он возвращается, начинает участвовать в организации, например, таких ОУН, УПА, например, и начинается как раз борьба именно с большевиками, борьба с Красной Армией и борьба именно с теми людьми, террористическая борьба, скажем так, борьба с людьми, которые восстанавливали мирную жизнь на Украине. 40-е годы 20 века. Для нас, современных россиян и современных вообще людей, которые изучают историю Великой Отечественной войны, когда говорят бандеровцы, это определяет всех националистических организаций, которые были на территории Украины, например. В каких операциях советских войск во время Великой Отечественной войны шла борьба с бандеровцами? Сколько в итоге удалось ликвидировать бандеровских банд? Отметим то, что как раз вы говорили, сейчас архивы стали открытыми. Почему? Не зря. Почему? Потому что мы говорим о том, что после того, как воины Красной Армии ушли дальше воевать с фашистами, то на территории у нас начинает работать Министерство внутренних дел, МГБ и КГБ в то время, МГБ, и также еще, понятно, самый знаменитый СМЕРШ, группа СМЕРШ. И, естественно, мы говорим о том, что они начинают работать. Почему я говорил террористически? Потому что количество обобщенно, скажем, бандеровцев точного не было как такового в то время. И они как раз затесались среди мирных жителей, большинство ушло в лес, и например, они использовали буквально такие же подпольную борьбу, нападение ночью, из засад, достаточно организованная. Если посмотреть характеристику, читать, если книги про борьбу, эту. И надо отметить о том, что даже использовали методы первых большевиков в начале 20 века, когда они как раз работали против царской власти, например. То есть это была очень такая серьезная организация. И мы, например, историки, сейчас, наверное, когда архивы рассекретили, например, можем уже детально озвучить какие-то цифры. А так, конечно, борьба шла до буквально 50-х годов 20 века. Опубликованы свидетельства, как бандеровцы убивали своих же невинных сограждан. Почему они так поступали? История с бандеровщиной повторяется в наши дни? Я хочу обратить внимание на книгу Кузнецова «Бабий Яр». «Бабий Яр», первая книга, она вышла в 1966 году, буквально по следам, и эта книга, она документальная, буквально можно так сказать. Эту книгу не везде воспринимают как факт, но в советской России и сейчас в современной России «Бабий Яр» можно найти в библиотеках и посмотреть про зверство фашистов в той эпохе, например, на территории Украины.
И был такой очень интересный эпизод, который, когда я читал в школе, ну, я удивился, но сейчас становится как-то вот более все понятно. Эпизод очень интересный. Там было сказано о том, что одна бабушка, вот Бабий Яр — это про евреев, это про Холокост, про зверство фашистов, да. И одна бабушка говорит о том, что вот фашисты ушли, вот большевики пришли, большевики уйдут, и потом опять настанет наше время. То есть вот это такой вот эпизод, вот маленькая строчка вот этой книги. Вот я вам советую всем прочитать вот книгу Кузнецова. В общем доступе есть, в цифровых носителях и в библиотеках республики точно есть эта книга. Действительно интересно. Ну а в чем важность борьбы с бандеровщиной? Ну, чтобы не было повторением. Ну, сейчас мы видим, да, вот проблемы с исторической памятью в мире, например, да. Бандеровщина как таковая, да, вот она не закончилась как таковое движение, да, вот она затухла. Вот даже официально, например, я вчера специально подготовился, бандеровщина, идеология националистов, да, вот, например, УПА, ОУН, она была признана незаконной в период существования Советского Союза с 1946 по 1989 год. То есть этот момент. И все, что мы сейчас наблюдаем, да, вот это есть эхо вот как раз вот событий 1945 года, 1944 года. Может быть, даже если мы говорим про бандеровщину, да, вот это как раз волна подъема националистического движения, да, вот, нацизма как такового 20-е и 30-е годы. Этал, спасибо за информацию, спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.